Студенты и молодые научные сотрудники. Возрастной критерий жесткий – от 18 до 30. Все 15 проектов уже прошли двойной фильтр – региональный и федеральный. Хотя первоначально на экспертный отбор представили больше полусотни идей. Они были не научная фантастика, они были просто не готовы. Нам нужны проекты, которые, как мы уже сказали, жизнеспособны, поэтому мы сейчас отбираем наиболее зрелые. А те ребята, которые к нам подходили и сейчас не прошли, они, соответственно, мы их берем на учет, скажем так, и мы с ними продолжаем работать, и дай бог они в следующие финальные отборы на свою идею получат поддержку. В общем потоке явно выделяются проекты сельхознаправленности. Все для поддержки наших фермеров в сложных климатических условиях. Студентка Сыктывкарского лесного института Мария Канева точно знает, как сохранить картофель. При этом даже без реконструкции действующих овощехранилищ. После того, как уберем картофель с поля, будет проходить необычную такую термическую обработку, излучение ультрафиолетовым лучом. То есть мы будем картофель обеззараживать, что нам впоследствии даст более длительный срок хранения. Тем более для наших фермеров республиканских это большой весомый плюс, потому что срок хранения картофеля увеличится. Следовательно, они будут получать больше прибыли. Сегодня программа «Умник» – это 6 направлений. Цифровые технологии, медицина и новые приборы. Именно эта троица тянет за собой весь локомотив смелых идей. Ведь главное здесь – это коммерциализация. Проект должен быть рабочим не на бумаге, а в жизни. Здесь не требуется какого-то каких-то сверхподготовки, которую требуют в других грантах. Здесь можно быть просто человеком, у которого есть идея. Да, надо было поработать, да, надо было сходить к людям, которые чуть более знающие, чем ты, кое-что подготовить, но это было все довольно-таки просто. Можно было обратиться к всем, кто хоть немножко работал либо в бизнесе, либо в науке, чтобы они какие-то простые вопросы тебе помогли решить. И благодаря этому вот эти 400 тысяч, которые у меня еще тогда были, сейчас 500, этих денег хватило именно для всего, чтобы провести первоначальные исследования. Не жалко вкладывать в успешный коммерческий и наукоемкий проект. Вот в это не жалко. Они могут быть в любом направлении, абсолютно. И здесь больше зависит от того, как сам заявитель, откуда он идет. Если он идет от проблематики предприятия региона, то он будет успешным. Если у региона, как в принципе у вашего, есть определенная специфика предприятий, которые здесь находятся, то у нас, конечно, будет небольшой перекос в определенной отрасли. Программа «Умник» работает уже 10 лет. За это время только в Коми поддержку получили 103 проекта. В общей сложности на 43 миллиона рублей. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.